Я долгое время какое-то думал, как мы можем обеспечивать деньги будущего Башкортостана. И я подумал, то есть, по идее, золото, серебро, когда у тебя есть, это, конечно, идеальная система. Но сейчас у нас его нет. У нас либо его отобрали, у нас нет никаких золотых запасов. Мы сейчас привязаны к Российской Федерации, все это хранится в Москве. Если, конечно, получится, что там все войска всех регионов России пойдут к Москве, каждый оторвет свой кусок, тогда, конечно, у нас золотой запас будет. Но просто поверь мне, у нас, по-моему, у России 8310, что ли, тонн где-то хранится, но они нам его не отдадут. Либо вывезут до того, как все это распадется самолетами, либо нам очень мало перепадет, но на это как бы особо надеяться не стоит. Окей, что мы можем сделать? Я тогда предложил, что мы можем... У нас есть доказанные запасы природных ресурсов, у нас есть доказанные запасы, они все в перечне у Минприроды лежат. Вот. Доказаны запасы нефти, доказаны запасы там марганца, доказаны запасы меди, доказаны запасы золота, серебра и так далее, и так далее. У нас, по идее, все есть. Вот эти богатства, они как-то оцениваются же, не так ли? Они чего-то стоят. Вот его все это закладываем как обеспечение, и на эту сумму, допустим, если можно его оценить как-то в долларах, не знаю, мы печатаем свои деньги, башкирские деньги. Вот. И эти башкирские деньги начинают ходить, и они обеспечены богатствами Башкортостана, которые лежат под землей. Полную версию разговора Руслана Габасова с Русланом Сулеймановым об экономике независимого Башкортостана смотрите на канале Комитета Башкирского национального движения.